Работает тулан. Вон, ребята, и там белка. Белку он заметил. Вон. Лай, конечно, вряд ли, но я тоже видел, как он на елку поднялся. В этом году очень много белок. Уже несколько раз сегодня видели. О, лай. Ребята, первый лай у тулана. Если бы не видел, я бы сказал, зачем ты лаешь? А видел я белку, это белка была. Ну так голос дал, и то хорошо. Начало есть. Обычно они пока не спелые белки, не выходные. Они еще как его, навстречу собаке иногда бывает, щелкают там. Звуки такие дают. Ну, в принципе, я не буду дальше, чтобы как сказать, помогать собаке, чтобы лучше искал белку. Нет. Факт, что уже начинает работать, это видно. А на белку неохотно, чтобы вообще хоть не работала. По кунице, да, по кунице надо. Если он залаял куницу, хоть и не выходная, я бы, может быть, и даже выстрелил. Потому что приучить уже надо к кунице. А белка это так. Ерунда, шкурка. Но молодец. Кое-что уже проясняется. Потихоньку, не спеша. Я на вырубке, ребят. Вышел на вырубку. Вспотел, пока шел по лесу. Надо посидеть где-то на пеньке. Пока тишина. Тулан параллельно мне идет. Не знаю, в каком углу он сидит, если есть. Я пока не вижу. Посередине вырубка уже иду. Там тоже яма какая-то. Там мишка. Ну нихуя себе у него. На бруснике. Такая гора, блин. И размер, наверное, у него нехилый. Сейчас сходим до туда. Бывает еще и косачи тут можно встретить. Медведи следы.
О, как выходит лес. Подсад такой. Я уже на площадке, ребят. Никого не видел. Ни зверей, ни птиц, ничего нету. Здесь площадка была, когда рубили эту делянку. И я еще сюда на УАЗике приезжал, пилил вот эти вершинки, дрова заготавливал и вывозил отсюда. Ну тут трасса уже. Да. Здесь тупик, а тут трасса. Какие-то где как следы. О, где-то полметра шаги такие. Видно, что медведня она тут ходит. А так. Хорошая делянка была. Здесь у меня тоже путик был по середине этой делянки. Потом забросил. А там по этой дороге направо дорога идет, налево дорога идет. И бесконечные вырубки до самой Нившеры. Там вырубки бесконечности. Все вырубили. Ну, как-то хочется тоже там налево сходить. Там круговую можно обойти там. Дофига можно где ходить, на времени не хватает, как всегда. Очень много мест. Но там голые вырубки, там в основном косачи были и держатся так. Глухари. Не особо встречаю, потому что потому и не тянет меня туда. В основном здесь брожу. Последняя надежда была, вот и та ушла. Я не знаю. Где-то в другом месте она кормится. Я думал, сегодня еще выйдет сюда. А нет. Нетушки. Нету его. Вон там полоса такая оставили. Вот. Вот это хороший семенник, можно сказать. Будет там расти, семенить, там в новый лес вырастет. А хорвастеры вырубают, и вот такое поле от последних остается, и свалка. Больше ничего. Хотя бы, такие полосы оставляли. Да нет, радуются. Хорошая техника. Этой техникой лес убывают. А ручная рубка все-таки семейники там туда-сюда оставляют. Натропил уже тут медведя. Натропил уже тут. Ни разу уже здесь проходил. Ну, может, кормится тоже тут. На вырубках ягоды много. Так, я буду спускаться. Спускаться к избе. Не к избе, а к речке, а потом уже к избушке. Старые помёты очень много этих весенних, летних помётов. Самый свежий, вот где мы встречали, это возле избы, когда ягоды собирал. Там вообще свежая, там розовая еще, брусничный этот помет. Очередная вырубка, ребят. Осенью редко, когда я сюда захожу. Здесь не так интересные места. Здесь у меня бураница зимняя проходит. И все. Больше я сюда не прихожу, не заезжаю. Но только вот зимой заезжаю. Через эту вырубку я проезжаю к избушке на буране. Более прямой путь. А сегодня я решил, вот здесь идет просека. Встал на просеку здесь на восток-запад. Я сейчас иду на запад. Со стороны восхода, на восток восхода или как там. Но здесь вот, как сказать, ельник, вырубка ельник, еловый лес. И здесь уже в основном березы, вот подсад, березы. Так-то сосны тоже выходят, но и одолевает береза.
А где вот именно сосновый бор, где вот сосна, лес, там березы меньше выходят. Но тоже не сдаются они. Где какой лес вообще? Где-то с километр пойду по этой просеке. О, глухарь или кополуха тут тоже. Еще сухое все. Вчера или когда-то в эти дни здесь. Это кополуха. Как же это называется-то? Порхало, если там порхалище, наверное, как называется. Порхалище, может. Ну, этот в шее. От шеи они так чистят себе в этих муравейниках, в сухих местах. А я пока никого не видел сегодня, таких из крупных дичей. Ни глухарей, ни кополухи, ничего. Полный штиль. В нескольких местах только рябчики взлетали и все. Вот так, идем потихоньку тоже. Погода позволяет бродить. Дождя нету. Так прохладно, но немножко вспотел, потому что с утра было прохладно, в общем, и оделся. А когда идешь, становится жарко. Здесь люди не ходят. Следов у человека нет, но вот такие медвежьи. Медвежьи только помет на каждом метре. Тулан куда-то убежал. Вроде рядом только что был. Пускай бегает. Я его не подзываю так. Он, в принципе, далеко тоже не отходит. Метров 100 максимум. А вот он сзади уже бежит, только что впереди был. Здесь вот, смотрите, тоже такая полоса оставили. Такую полосу. Не знаю, чего, для чего это. Чтобы на семенники или... В принципе, так и надо. Это правильный вариант так. Тулан подскакал. Норка чья-то. Чья-то норка, ребят. Здесь куницы могут тоже затаиться, спрятаться и сидеть. Двигаемся к речке. Потихоньку, не спеша. Смотрите, ребята, пришли уже недалеко речка и вот валежник. 2 валежника. И вон как лоси обгрызли все. Высотой до 3 метров даже. 2,5 где-то. Все. Съели. И там еще валежник тоже. Все объедено. Там свалилось дерево. Ну как сгрызли все. Топтались тут. Но не свежие. Вон там еще. Тулан что-то не уйдет.
Тулан устал. Много бегал. Где-то поранился на лапу или где. Что-то ойкнул разок. Мы уже по речке поднимаемся. После того, как там осину я снимал, объеденные лощами. Я больше ничего не включал, не снимал, ничего. Просто я шел. И все. Никого не видели, только рябчики немножко подсвистывают. Ну я сегодня с карабином тут не постреляешь. Вон елец. Видно, елец там сидит. Сейчас. Где-то заречье свистанул. Безоблачно становилась погода вообще. Но сейчас опять тучи надвигаются. Блин. Свистульки мои все набиты мусором. Почистить надо. Не знаю, кто свистит, кто нет. Вот все. О, полный. Там всплеск. А вот на удочку не берет рыба. Вон всплеск. Ельцы. Видно, что ельцы. Кормятся вот этими. Что-то вот плюет. Вместе, наверное, с этими... Как же... Вместе с листвой что-то падает с деревьев, видно. И они кормятся этим. Потому что... Рябчик свистанул. Сейчас поглядим, кто ты. Блин. О. Подлетел куда-то. Ай, блин. Это нехорошо свистанул. Такой свист. Если услышу это, точно не подойдет. Как будто он спрашивает, кто ты такой, или иди сюда, что-то такое он сказал. Блять. Я этих свистунов знаю. Кто как отвечает. Ответит по одному, скажем, одним звуком. Я знаю, подлетит. Другим голосом ответит. И свойка там. И это уже значит все. Не жди его. Он тебя зовет. Несколько штук их тут. Да, и как-то неохота мне с севером сейчас ходить без оптического прицела. На карабин взял, чтобы думал, что увидим этого глухаря сегодня. По одному и тому же пути неохота ходить. Вот и вышел к речке, и тут пойдем. Ай. Ну, прилично уже прошагали, в принципе. Видно по собаке. Устал, бедолага. Быстро устает. Тула. Быстро устаешь ты. Тула. Вон он. Туланчик. Я же
же говорил, не подойдет. Бывалый или же фальш услышал. Не знаю. Но такие рябчики нет, не подойдут. Ладно, посидели, отдохнули, дальше сейчас пойдем. Ну вот, наша изба. Еще 12 нету. 6 часов где-то вот мы прошли. Ну, 5,5. 5 точно на ногах. И полчаса будем считать, что на перекур пошло. Вот так. Вагон времени еще у нас сегодня. А где сторож наш? Не видно ее. Спит. Айда спит. Служба идет. Айда. Ты смотри хорошо-то как ей. О, жизнь. Где жизнь, малина. Нюхтит. Да, айда. Выходной. У Тулана рабочий. Давай, поднимайся. Сейчас я отпущу тебя. А Тулана на цепь. Погулял сегодня. Да, Тула? Погулял. Тулан молодец. Не оставил меня. Вместе ходили. Вместе бродили. Айда. Сейчас накормлю вас. Свежей кашей вчера. Свежую кашу сварил вам. Вот так. Ну все, дальше у нас рыбалка сегодня, наверное, еще будет. Так. Карабинчик сюда. И вот место, о чем я говорил, здесь вторую будку еще поставлю. Буквально рядом. Тула. Сейчас накормлю. Буду кормить вас. Сейчас Тулан зайдет и будет отдыхать. Аппетит должен появиться. Ходили, бродили, да. Тут тоже пусто. Ну-ка, глянь. Ну, вон же, каша целая. Каша целая, опрокинули посуду. Пусть ест. Аппетит есть. Должен кушать. Ну все. Будем отдыхать и на рыбалку схожу. Горит костер. На улице так прохладно, так все поменялось, погода вообще, мороз стоит. Не знаю сколько градусов, но действительно чувствуется, что вот холодно. Был на речке, проверил там сетки, вон попался один, щука такая. Шикарная щука, ну сантиметров, наверное, я не знаю, может 35-40, ну, толстый. И мелочь еще. Плотва и елец. Ельцы тоже какие-то маленькие. В этом году вообще рыба не идет. Плотва тоже не крупная. Ну, на жаркое пойдет. Довольный этим. Где-то, ну, жареха будет. На уху щука и жарко этих мелочей. И окунь такой он. Тоже не крупный. Ну, крупнее не бывает плотва. Это стандарт. Вот такая рыбалка. Еще закинул пару сеток. Завтра буду спускаться и уже буду все буду, в общем, собирать. Ничего не оставлю. Пару дней, в общем, я съезжу домой. Удочка
все, наверное, в этом году тоже на удочку ни хрена не ловится. Я не знаю почему. Здесь уже 2 года, наверное, яйца. Вон. Кто-то оставил и я не выкинул даже. Лежит и лежит. Ну-ка, Дугда, что там ищете? Возле костра так тепло. А на улице дубак. Реально дубак сегодня. Фу. Вот это да. Холодно. Ладно, сейчас я почищу рыбу, посолю и затоплю, наверное, печку. Затоплю печку и будем отдыхать. В принципе, ну не так, я устал сегодня. Но все равно уже как-то, я не знаю, сегодня заниматься или нет вот этой будкой. Все еще думаю. Если уже начать, то уже до конца довести. А сейчас уже 4 часа вечера. Как-то неохота уже начинать. Оттуда перетаскивать еще до Щудова. Еще и мох надо взять. На мох я подниму, как и эту будку. Все капитально надо сделать. Так, этот пенек надо спилить, убрать тоже. Подровнять все здесь. Хотя бы чуть-чуть, чтобы цепи не зацепляло. Не за что, чтобы не цеплялась на цепь. И вон этот, как его, этот пенек еще тоже хотел вчера вытащить, но как-то еще крепко стоит он. Тоже спилить, наверное, думаю. И вот сюда установлю вторую будку. Хотел вон туда. Потом хотел вон там, чтобы с окна видно было собаку. Потом что-то решил, наверное, сюда поставим. Вот так. Ветер непонятно. Ветер северо-западный. И должны уже лебеди лететь. Ни одной стаи не пролетело. Ни одной. За всю осень я ничего еще не видел. Никого. Вот это да. Вообще осень непонятно какой. Все мимо пролетело, видимо. А гуси, лебеди.